В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В эти весенние дни главные новости для нас – это вскрытие рек и речек. Ледоход – не просто грандиозное явление природы, но и большая проблема для людей и населенных пунктов. Сегодня мы поговорим об обеспечении мер предупреждения и ликвидации последствий весеннего половодья, в плане защиты населения и возмещения материального ущерба. Наша гостья в студии Анастасия Гребнева, прокурор отдела по надзору за исполнением закона в сфере экономики и экологии. Анастасия Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте в начале разговора уясним, что такое паводок. Вообще, согласно гидрологическим понятиям, паводок – это резко и кратковременный подъем уровня воды, который не зависит от сезона и, как правило, спад которого происходит через несколько часов. Половодье же – это явление более сезонное, это наибольшая в году водность реки. Как правило, это ежегодный процесс, у нас явление в одни и те же периоды происходит, и отличительным признаком которого является именно снеговое питание. То есть, таким образом, нам нужно уяснить, что ежегодно повторяющееся в нашей республике стихийное явление, как половодье, и поэтому его нужно, к нему нужно готовиться заранее, и, соответственно, к нему нужно обращать особое внимание населению и также органам госвласти. Какие обязанности возложены на граждан в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в частности, во время весеннего половодья? У нас действует по всей России федеральный закон номер 68 о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, который возлагает на граждан также обязанности определенные. Это соблюдать законы, иные нормативно-правовые акты в указанной сфере, это соблюдать меры безопасности в быту, в повседневной жизни, в трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут как раз-таки привести к чрезвычайным ситуациям. Также граждане обязаны постоянно совершенствовать свои знания и навыки в указанной сфере, выполнять установленные правила поведения в условиях угрозы, либо в условиях, когда уже объявлена чрезвычайная ситуация. Ну и при определенных ситуациях, при необходимости оказывать аварийно-спасательные работы. Также в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации бремя содержания имущества, принадлежащего собственника, несет сам собственник. Соответственно, собственник должен поддерживать свое имущество в надлежащем состоянии. Принимая во внимание, что вообще предстоящее половодье, которое уже началось, и обстоятельства, что дом попадает в зону затопления, собственники должны принять все необходимые меры для того, чтобы своевременно защитить свой дом. То есть это, допустим, освободить от всех помещений объекты движимого имущества, домашних животных, документы свои личные, которые им нужны. То есть полностью вывести все свое имущество от зоны затопления. В целях обеспечения собственной безопасности граждане должны отслеживать обстановку, которая на сегодняшний день происходит. Это обычно публикуется на сайтах МЧС России, также публикуется оперативная информация в телеграм-каналах. Это Гидромедцентр у нас ежедневно информирует граждан о паводковой ситуации, о прогнозе погоды предстоящем, и так далее. То есть все основные новости и все, что нужно знать, это можно оттуда черпать всю информацию для себя. Также нужно рассмотреть вопросы страхования своего имущества на момент, то есть в случае, если это имущество вдруг будет повреждено, чтобы собственник мог получить какую-то денежную компенсацию за это имущество. И после того, когда половодье отступает, то есть когда у нас полностью уровень реки снижается, собственник также обязан провести все необходимые работы по обеспечению сохранности дома. То есть это отвести оставшиеся воды, просушку территории провести и так далее. Если данные работы не проводятся, то, к сожалению, причиненный имуществу затоплением, паводками, водами ущерб не будет возмещен государством. А это у нас судебная практика уже сложилась. И в
В случае переезда к родственникам, друзьям или иные помещения необходимо также информировать об этом органы местного самоуправления с указанием контактных телефонов и адресов. Это вот все, что должны знать граждане. Как осуществляется финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации? По закону финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, да, и их последствий федерального и межрегионального характера это является расходным обязательством Российской Федерации. А если это чрезвычайные ситуации регионального либо межмуниципального характера, то это является расходным обязательством субъекта, то есть Республики Саха-Якутия. И так, соответственно, если муниципальный характер, да, то органы местного самоуправления. В принципе, все. А какие предусмотрены выплаты граждан? У нас вообще есть ряд нормативно-правовых актов, да, которые как раз-таки регулируют вопросы поддержки, да, граждан, которые пострадали от паводковой ситуации. Я рассмотрю несколько. Да, это постановление правительства Республики Саха-Якутия от 30 августа 2017 года номер 297. Этот нормативно-правовой акт, он предусматривает различные виды выплат, да, то есть это единовременная материальная помощь, да, в размере 5000 рублей, это финансовая помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости. Что такое имущество первой необходимости? Это, как правило, список непродовольственных товаров общесемейного пользования. Например, холодильник, микроволновые печи, мебель, телевизоры. То есть все то, что необходимо гражданам для охраны здоровья и обеспечения жизнедеятельности. То есть все вот эти вот наши предметы, которые находятся в каждом доме, в каждой квартире. Соответственно, при частичной утрате возмещается 10 тысяч рублей. Если полностью утрачено это имущество, то 20 тысяч рублей. Под частично утраченным имуществом понимается приход в негодность не менее 3 вот этих вот предметов, которые я перечислила. Другой вид поддержки – это единовременное пособие членам семей погибших или умерших в результате чрезвычайной ситуации. Размер этой выплаты составляет 500 рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. И также гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации легкий вред здоровью, да, либо средний и тяжкий вред здоровью, то возмещается 100 тысяч, если тяжкие либо средней тяжести, 50 тысяч рублей, если это легкий вред. Это основные выплаты, которые у нас действуют в республике. Есть также постановление правительства от 28 декабря 2019 года, номер 1928. Он аналогичные выплаты тоже предусматривает. Как правило, это единовременная материальная помощь 10 тысяч рублей на человека, но не более 50 тысяч на одну семью. Также это финансовая помощь в связи с утратой ими имущества. Допустим, гражданам 50 тысяч рублей на человека за частично утраченное имущество и 100 тысяч, если он полностью все свое имущество потерял. Также аналогично юридическим лицам. То есть, если частично, это 200 тысяч рублей, если полностью утрата имущества, то 400 тысяч рублей. Также есть у нас единовременное пособие. Это для граждан, получивших в результате ЧС вред здоровью 200 тысяч за легкий вред здоровью, 400 тысяч за тяжкие либо средней тяжести, и членам погибшего в результате ЧС. Это 1 миллион рублей в равных долях каждому члену семьи, а также оплачиваются услуги по погребению умершего человека. Также в соответствии с указанным постановлением осуществляется развертывание и содержание в течение необходимого времени граждан в пунктах временного проживания и также питания в эвакуируемых зонах. Да? Это из расчета на временное проживание до 550 тысяч рублей на человека в сутки, за питание 100 рублей, до 550 рублей на человека в сутки и 100 рублей в сутки на питание. Это вот все выплаты, которые действуют, и это основные у нас выплаты. А каков порядок предоставления выплат?
Администрации первоначально составляет список пострадавших граждан, да? Это формируется у них после окончания половодья с указанием как бы всех, со сбором всех необходимых документов. Комиссионно администрация выезжает в жилое помещение, осматривает его, выносит, составляет заключение этой комиссии, да, и все документы направляются в правительство Республики Саха-Якутия, которое как раз-таки организует работу по проверке этих документов, да, проверку списков и принимает решение о выплате денежных, компенсаций, да, финансирования через органы местного самоуправления. То есть деньги сначала попадают в администрацию, а затем уже выплата уже предоставляется гражданину через администрацию. А в каком случае пострадавшим обеспечивается жилье? У нас вообще раньше, да, действительно они обеспечивались жильем, да, то есть сейчас уже, да, у нас законодательство немножко поменялось, да, в соответствии с постановлениями правительства от 16 октября 2019 года номер 1327 и Республики Саха-Якутия от 19 мая 2022 года номер 287 гражданам, утратившим жилые помещения, предоставляются выплаты на строительство либо приобретение жилого помещения. Да? При этом есть определенные условия данных выплат, да, то есть вообще определенный порядок, да. Одним из условий является как раз-таки обязательство граждан, например, да, нанимателей утраченных жилых помещений по договорам социального найма, да, о расторжении договора этого социального найма и об освобождении указанного жилого помещения. Второй момент – это обязательство собственников утраченных жилых помещений о безвозмездном отчуждении указанного жилого помещения в муниципальную собственность. То есть отчуждение также осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. Размер выплаты вообще формируется, исходя из нормы общей площади жилого помещения. То есть если 33 квадратных метра – это для одиноко проживающего гражданина, да? 42 квадратных метра – это на семью из 2 человек. И если в семье 3 и более человек, то по 18 квадратных метров каждому члену семьи, но не более общей площади утраченного жилого помещения. То есть, также учитывается рыночная стоимость этого указанного жилого помещения. Эта процедура, она вообще порядок, да, предусматривает, вернее, процедура возмещения, да, указанных денежных средств, да, на приобретение либо строительство осуществляется Министерством строительства. То есть также весь пакет документов направляется туда, они этот пакет документов проверяют, изучают, и далее уже происходит вся выплата. Анастасия Борисовна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. А я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До новых встреч в эфире.